Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Первая помощь». С вами Елизавета Алексеева. Сегодня в нашей передаче мы говорим об очень серьезном заболевании – о полиомиелите. Для того, чтобы выяснить информированность населения о полиомиелите, мы провели опрос. Знаете ли, что такое полиомиелит? Это что-то с головой там. Это инфекция. Нет? К сожалению, или к радости, у меня 2 детей, я не знаю, что это такое. Да, знаю, это инфекционное заболевание. Что-то слышала, но точно не знаю. Ну, если честно, болезнь-то какая, не знаю, но прививку нам делают, мы прививки делаем от полиомиелита, и старшей, и с младшей. Знаю, что вызывает паралич, это болезнь. Болезнь страшная, поэтому прививки делать надо маленьким детям, как я считаю. Как вы думаете, опасно ли это? Конечно, опасно, очень опасно. Ну, думаю, да, раз делают прививку в таком раннем возрасте, то, наверное, уж да. Конечно, так как оно вызывает паралич. А какие вы знаете меры профилактики? Никаких не знаю, что-то я забыла. Я бабушка, давно была. Ну, вот только что прививку делают, до года нам делали прививку полиомиелита. Всем детям делают прививку от данного заболевания. В результате опроса мы выяснили, что информированность населения о полиомиелите недостаточная. Полиомиелит – это вирусное инфекционное заболевание, для которого типичными являются острые вялые параличи вследствие поражения нервной системы. Возбудитель полиомиелита – энтеровирус. Во внешней среде вирус достаточно устойчив, выдерживает замораживание, в воде может сохранять свою жизнеспособность до 3 месяцев, в фекалиях до полугода. Губительно на вирус действует ультрафиолетовое излучение и дезинфицирующие растворы. Источником инфекции является только человек, больной, в том числе и бессимптомными формами, и вирусоноситель. Во внешнюю среду вирус выделяется с испражнениями человека или слюной на начальных этапах развития заболевания. Вирус может длительно сохраняться в почве и воде. Заражение происходит несколькими путями. Воздушно-капельный путь реализуется при вдыхании воздуха с взвешенными в нем вирусами. Пищевой путь реализуется при употреблении в пищу загрязненных продуктов питания. Контактно-бытовой путь возможен при использовании одной посуды для приема пищи разными людьми, либо общих игрушек, предметов обихода. Водный путь реализуется при попадании вируса в организм с водой. Заражение вирусом происходит преимущественно в детском возрасте. Наибольший уровень заболеваемости полиомиелитом сохраняется в странах с жарким влажным климатом. Для полиомиелита характерна сезонность с увеличением уровня заболеваемости в весенне-летний период. Входными воротами для вируса является пищеварительный тракт, откуда вирус попадает в близлежащие лимфатические узлы, где размножается и попадает в кровь. С током крови вирус попадает во внутренние органы и в нервную систему. В первую очередь вирус поражает крупные двигательные клетки спинного мозга и ствола мозга. В результате действия на нервную ткань вируса нейроны погибают. На месте погибших клеток образуется рубец. Инкубационный период полиомиелита длится от 4 до 30 дней. В зависимости от того, какие группы симптомов преобладают в клиническом течении полиомиелита, выделяют несколько основных форм. Первая – это типичная форма с поражением центральной нервной системы. Может быть непаралитическая форма и паралитическая форма. Вторая форма – атипичная, стертая или бессимптомная. Также клиническая картина полиомиелита характеризуется тяжестью, выделяет легкие, среднетяжелые и тяжелые формы. Каковы же симптомы типичной паралитической формы? Для клинической симптоматики этой формы характерны несколько периодов, которые следуют один за другим. Предпаралитический период длится от начала проявления первых клинических симптомов после инкубационного периода до развития паралича. В среднем это занимает промежуток от 1 до 6 дней. В течение этого периода развиваются симптомы общей интоксикации. Они связаны с выходом вирусных частиц в кровь. Это повышение температуры тела до 38 и выше, головная боль, ломота в мышцах и суставах. Также присоединяется боль в животе, рвота и диарея. Появляется и нарастает боль в поперечно-полосатой мускулатуре. Следующий период паралитический.
Он характеризуется быстрым в течение 24-36 часов развитием параличей отдельных групп скелетных мышц, с их слабостью и атрофией. Если поражаются нейроциты передних рогов спинного мозга, то развиваются параличи ног или рук с одной стороны, это спинальная форма. При локализации вирусной инфекции в двигательных нейронах черепно-мозговых нервов развивается парез мышц лица и мягкого неба с появлением гнусавого голоса и невозможностью нормального глотания пищи. Следующий период – восстановительный. По мере освобождения организма от вирусов происходит постепенное восстановление движений в мышцах. Резидуальный период – это период остаточных явлений. Он является самым длительным. Характеризуется остаточными явлениями в виде контрактуры мышц, деформации позвоночника, мышечной атрофии и вялых параличей. Такие явления могут оставаться у переболевшего человека на протяжении всей жизни. Каковы симптомы типичной непаралитической формы? Эта клиническая форма характеризуется резким началом заболевания с повышением температуры тела и явлениями общей интоксикации. Затем в течение нескольких дней присоединяются симптомы раздражения оболочек головного мозга, выраженная головная боль, повышенная чувствительность к слуховым и зрительным раздражителям, ригидность затылочных мышц, то есть их сопротивление при попытке наклонить голову вперед. Эта клиническая форма является благоприятной в связи с отсутствием паралича скелетных мышц. В течение 2 недель вся симптоматика постепенно исчезает. Но, как я уже сказала, существует еще атипическая форма. Течение атипической формы полиомиелита может быть стертым и бессимптомным. Стертое течение характеризуется появлением нескольких симптомов по окончании инкубационного периода. Это острое начало с проявлениями общей интоксикации, повышением температуры, диспептический синдром, вздутие живота, диарея, боли в животе, снижение аппетита. Также присоединяется синдром вегетативной дисфункции, снижение двигательной активности ребенка, общая слабость, потливость, бледность кожных покровов. Имеются катаральные явления в виде небольшого кашля, першения в горле, насморка с выделением небольшого количества прозрачной слизи. Длительность этой формы составляет 3-5 дней, что соответствует периоду выхода вируса в кровь. В дальнейшем происходит обратное развитие симптомов без формирования параличей. Для бессимптомного течения характерно отсутствие каких-либо симптомов полиомиелита при наличии вируса в организме, которое возможно подтвердить только лабораторными методами исследования. Заключительный диагноз ставится на основании выделения вируса или антител к нему с помощью лабораторной диагностики, которая включает вирусологическое исследование фекалий в первые 2 недели заболевания, иммуноферментный анализ для экспресс-диагностики и выявления вирусного РНК, серологическое исследование плазмы крови, позволяющее определить в ней антитела к вирусу полиомиелита. Вне зависимости от тяжести течения и выраженности клинической симптоматики, при подозрении на наличие полиомиелита обязательно проводится госпитализация в стационар. Режим во время лечения только постельный. На сегодняшний день эффективных средств и препаратов, которые бы уничтожали вирус полиомиелита, нет. На ранних стадиях заболевания, в момент активного размножения вируса, применяются препараты, которые подавляют сборку вирусных частиц внутри клетки. Также в лечении используются обезболивающие, противовоспалительные препараты, витамины и так далее. Для улучшения двигательной функции парализованных мышц применяется физиотерапия. Исход заболевания полиомиелитом зависит от его формы и тяжести течения. После перенесенной паралитической формы могут оставаться остаточные явления в виде вялых параличей и атрофии мышц. При некоторых тяжело протекающих формах возможен летальный исход. Актуальность полиомиелита на сегодняшний день остается высокой. В странах с теплым и влажным климатом периодически регистрируются вспышки полиомиелита среди детей. До изобретения вакцины заболеваемость носила характер эпидемии, унося в год тысячи жизней в разных странах. Основу профилактики полиомиелита составляет вакцинация. Вакцинация от полиомиелита началась в 1955 году, когда 2 ученых из США независимо друг от друга создали первые вакцины.
В настоящее время используются два вида вакцин. Первый вид – это живая вакцина, содержащая ослабленный вирус полиомиелита. Она вводится через рот. Второй вид – инактивированная вакцина. Она содержит убитый вирус и вводится при помощи инъекций. Обе вакцины формируют иммунитет. Для каждой вакцины существуют показания и противопоказания, которые учитывает врач перед вакцинацией. Оптимальный в современных условиях вариант – использование схемы прививок национального календаря, где 2 первые вакцинации проводятся инактивированной, а остальные – живой вакциной. Такой способ позволяет сочетать достоинства обоих вакцин и предотвратить возможное осложнение. В большинстве стран мира противополиомиелитная вакцинация является обязательной. В нашей стране вакцинация против полиомиелита также включена в национальный календарь профилактических прививок. В результате вакцинации ребенок получает сформированный стойкий иммунитет против опасного вирусного заболевания и защиту от него на всю жизнь. Наша передача подошла к концу. До свидания, берегите себя и своих близких.